Друзья, всем доброе утро. Утро лайв на НТС продолжается, и мы сегодня говорим о музыке. У нас потрясающие гости, просто мега интересные, и очень интересно будет с ними пообщаться. Это Аима Аилчиева и Джейдеш Идрисова. Доброе утро. Как у вас настроение? Отлично. Ну, такой сразу вопрос. Творческие люди, они любят поспать. Как же вы, наверное, тоже относитесь к этой категории, что любите поспать, тяжело вставать по утрам? Ну, у меня бывают исключения в виде вот таких вот замечательных походов в гости в такие красивые студии. Спасибо большое. Ну, а я, не знаю, я с детства уже привыкла вставать рано. Я с дедушками, бабушками стояла. Жаворонок. Она еще у нас студентка. Я просто с детства уже привыкла, в 5 часов встаем, сидим, пьем чай с бабушками, дедушками. И как-то с этого времени, с детства уже привыкла к такому режиму. Ну, а с чего начинается ваше утро? Ну... Я можно сейчас не буду говорить в камеру? Не до эфира, наверное, все-таки. Отлично. Ну, расскажите, что у вас в творческом плане, что нового, что интересного? Мы с Аимкой недавно выпустили Дуэт. дуэт. Сразу презентовали и песню, и клип. Вот, сейчас оно набирает потихонечку Песня обороты. называется «Айки Ханат». Это песня, получается, про взаимоотношения сестер. Да. Что-то Получается. такое. Как долго готовили песню? Не очень-то долго. Ну да, Где-то, это наверное, быстро так все произошло. А снимали клип тоже? Да, Быстро, очень быстро. очень. А сюжет Очень клипа? даже. Сюжет клипа, там, ну, есть две девочки, которые играют роль сестер, Да. ну, и там всякие такие приколы. А кому пришла идея насчет песни изначально? Ну, вообще, Как со это всё стороны началось? GDSG, Да, поступило предложение. Просто дело в том, что мы с Аимкой вместе, нам пришлось поработать, не пришлось, а нам удалось поработать Да, вместе в поработать одном вместе. проекте замечательном «Золотой микрофон». Вот, и GDSG была моим наставником. Ага. и мне захотелось с ней записать какой-нибудь дуэт. Очень красивый, вот. И мы Аимке предложили, она согласилась, и мы записали эту песню. Ясно. Расскажите о конкурсах. Вы же обе во многих конкурсах участвовали и проходили разные этапы. И вот как вы относитесь к конкурсам, и действительно ли все правда? Например, вот конкурс, в котором участвовала Аима, не будем называть, да, но это было пару лет назад, все знаем, разумеется. И вот как это выглядит, например, изнутри, и как это выглядит снаружи для, например, зрителя? То есть все ли действительно так? Нет, ну, приехав на конкурс, мы сразу же почувствовали ту организованную такую атмосферу, то, что все делают свое дело, каждый чем-то занят, у каждого свои обязанности. Была такая, знаете, вот прям каждый знал свое дело и выполнял его полностью. Это было очень круто, когда очень крутая организация. Все по-серьезному. Да, все по-серьезному. Получается, пока вот ты только пришла, за тобой уже стоит человек, который тебя будет снимать, берет интервью. Потом ты не успеваешь сесть, как тебя берут на следующее интервью. Потом ты уже выходишь на сцену, и вот это вот все это, не знаю, так быстро прошло, то что вообще не поняли. Ну, а у вас, Джейдеш, как проходят конкурсы? Ну, что касается, как бы, вот этого восприятия со стороны зрителей, зрителям кажется, что, ну, что там такого, вышел на конкурс, там, спел, Да-да-да, отписал конечно. и шел. А, допустим, с внутренней стороны, это, не знаю, это бешеная работа большой команды, прежде всего, и потом уже во время конкурса, это, блин, просто надо настолько себя в руках держать, потому что волнение просто бешеное. И волнение всегда, Да, то есть даже уже с конечно, опытом оно да. все равно. Все равно. Каждый Всё раз. равно, тем как более, первый когда раз. ты представляешь целую страну, там уже ответственность на тебе, понимаешь? Ну, будем И говорить ты не можешь вот там не волноваться. об ты- одном самом важном, наверное, в вашем конкурсе, Turkvision. Как это было, расскажите. Ну вот я рассказываю. Как раз-таки это об этом, да? Вот это бешеное волнение. и Вот, всё да, вот это. это очень, ну, чувствуешь на самом деле очень большую ответственность не только за себя, но и за свою страну. Хочется же как-то в выгодном свете показать.
Кыргызстан, вот. И, естественно, надо очень как бы перебороть свое волнение и держать себя в руках. То есть надо обладать каким-то, наверное, таким хладнокровием. А для меня, человека очень эмоционального, для меня это было очень тяжело. И вот мне бы хотелось, чтобы зрители знали, что мне было очень тяжело. Это не так, как вы думаете, что я вышла, спела и ушла. Нет, на самом деле я очень много работала над собой. Ну, вы молодец. Какие у вас еще планы на будущее? Есть ли какие-нибудь еще проекты? Ну, как обычно, новые песни писать, снимать новые клипы. Вот. Ну вот, как-то так. Ну или новые конкурсы, возможно, если... Ну ты да, а я уже нет. Я уже старая. Я уже старая, да, конкурсов нет. Уже нервы не те, понимаешь? Выдержки нет. Хотели бы себя попробовать в новом амплуа? Допустим, вот не петь, а уйти, допустим, в кино, сняться в фильме, что-нибудь такое кардинально изменить себя? Ну, Нет, кардинально, наверное, нет. Ну, не, ну, попробовать, да. Попробовать, мне кажется, Но можно. кардинально, В наверное, разном, нет. там, не знаю, в танцах, в рэпе, может быть, даже, там, не знаю, в актерском мастерстве. Ну, в принципе, Ну, и можно. хотелось бы задать еще один вопрос. Как вы относитесь к популярности? То есть вы все-таки мега популярны у нас в стране, и, наверное, все-таки вот до и после, ну, изменилось отношение некоторых людей, скорее всего. Как вы вообще к славе относитесь? Ну, допустим, я нормально. В силу своего возраста нормально отношусь, потому что я понимаю, что это моя работа, и ну, это, в принципе, для меня нормальные вещи. То есть, как бы там зазнаться, заболеть звездной болезнью, нет, такого нет. Просто я как бы, ну, хорошо, как бы адекватно к этому отношусь. Я Не, ну, понимаю, просто, что это мне есть кажется- работа, да, что как бы есть какие-то излишки этой работы, да, и слава где-то мешает, допустим, в той же личной жизни ты не можешь пойти, допустим, в магазин, в чем ты была дома, вот, потому что тебя узнают. А так, я нормально Я думаю, отношусь. одна история, да, у вас у обеих, а Има, я вижу, поддерживает. Не, всё-таки ну, ваши ну просто Чидеша Дже, мне кажется, она пришла к, ну, именно К славе? к славе более в взрослом таком возрасте. А у меня Ну, в сейчас том-то и такой дело, мне подростковый возраст, и это кажется, тебе было очень такой, сложнее. да, переломный момент, когда вроде бы, ну, когда, например, до общения со мной люди там как-то по-другому смотрели на меня, когда узнали, было все по-другому, ну, становится все Ну, по-другому. наверное, да. еще из А школы, как на из вот этого учебе всего. к вам На относятся? учебе. Делают Ну, поблажки? ВАУЦА нет. ВАУЦА, например, такого нету. Там, получается, у них строгие рамки, например. Все люди равны вот в этом плане, и мне это, наоборот, очень нравится. То, что, несмотря на то, что там, не знаю, у каждого свои эти, там именно оценивают по знаниям, по вот Вообще, этому по идее, всему. так и должно быть. Вообще, да. Да, вообще везде должны быть все люди равны, независимо от там, вероисповедания, независимо от цвета кожи, и, там, не знаю, от статуса. Я так считаю. Ну, Все верно, замечательно. Да. замечательно. Мы бы хотели послушать еще вашу песню, о которой мы уже наслышаны, на которую, кстати, снимается клип, да, сейчас? Уже Снят, снят. Уже Он снят, же и он уже вышел, Да. вот совсем Да-да-да. недавно. Отлично, давайте послушаем Давайте. с огромной радостью. Давайте. Всем доброе утро, господа и дамы, всем здравствуйте. Это телеканал НТС и программа «Утро Лайв». Мы сегодня говорим о музыке, и у нас сегодня в гостях замечательные исполнительницы Чидеш Идрисова и Аима Аилчиева. Они уже подготовили песню, которая называется «Эки канат», и мы уже готовы послушать и просто станцевать вместе с вами. Qanat gülüp uçtuk biz uyandan Qayda bolsam dağı jaratqandan Жақынымды сақта деп сұранам Жанын сақтай жүр, жүзің аптап нұр Барсың асманымдың ашығына Теңдеш бір борымдың жарымына Білем сен жетесің бақытыңа Сен бақытыңа, сен бақытыңа Жолыққанда өтіп жанынан Шантараған Сөз түгін бөгіріп сөйлешіп Тажабаған
тажабаган эжесиңди болуп берчишип биз жүрөлүк эң жылуу бул сезим жүрөктү аралаган сырларымдын эң көмбүк жалгыз бир сен билесиң ашыманай турмуш бизди бөлбөгүн катып ар дайым бакыт алай бир туугандай жолукканда күтүп жанынан шалтараган сөздүгүн бөгүлүп сүйлөшүп тажабаган эжесиңди болуп эршишип биз жүрөлүк эң жылуу бул сезим жүрөктү аралаган эжесиңди болуп эршишип биз жүрөлүк эң жылуу бул сезим жүрөктү аралаган канат күлүп учтук биз уяда